Студенты из Якутии, обучающиеся во Владивостоке, рассказали и показали свои условия проживания. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. Жизнь в общежитии дает возможность обзавестись новыми знакомствами, друзьями, проявить и развить свои творческие и лидерские способности, стать самостоятельным и достойно вступить во взрослую жизнь. Жизнь в общежитии ДВФУ бьет ключом. У студентов сейчас проходит сессии, и ребята активно готовятся к экзаменам. Кто-то штудирует литературу, кто-то дописывает рефераты, а кто-то пытается просто выспаться перед экзаменом. Я как студент третьего курса могу сказать, что в ДВФУ есть все условия для жизни, учебы и плодотворной работы. У нас в ДВФУ есть своя студенческая якутская организация «Кейскиль», которая помогает всем первокурсникам, нашим землякам, чтобы они быстрее адаптировались к взрослой жизни. Мне очень нравится жить в общаге, потому что здесь все условия для жизни, для комфортной жизни. Тут есть своя прачечная, кухня. Тут можно свободно перемещаться по корпусу. Здесь можно учиться, здесь есть библиотека. Голодный студент, грустный студент. Вопросы питания и закупки продуктов тоже решают сообща. Это и весело, а главное – экономно. Сегодня наши ребята на обед решили приготовить макароны с мясом. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Никто не спорит, кто главный на кухне. А весь процесс приготовления проходит в веселой, дружественной обстановке. Мы вместе собираемся и ездим на бесплатных шаттлах до Калина-Мола, там есть Самбери. Закупаемся и потом опять же обратно ездим на тех же бесплатных шаттлах обратно до кампуса. Мясо нам отправляют из дома родители через почту или, например, если кто-то летит из Якутска в Владивосток, они передают через других людей. И мы едим прямо тут на кампусе свое родное мясо. Главное правило общего проживания – это взаимопомощь. Ребята помогают друг другу в решении разных задач, в бытовых вопросах, поддерживают словом и делом. Это важные качества, которые пригодятся им в дальнейшем на протяжении всей жизни. Лидия Гасанбалаева, Владивосток.